В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Уникальные возможности для каждого. Это успешные заводы-производители из различных регионов. В столице проходит ежегодная многопрофильная выставка строительного комплекса и промышленной индустрии «Чеченстрой-Экспо». Сколько компаний представили свою продукцию? Сохраняя единство. Принять 32-й международный кинофорум «Золотой Витязь» – это беспрецедентное планетарного уровня значение. В Грозном стартовал международный кинофестиваль «Золотой Витязь». Сколько работ представлено? Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Я купил одну семью и начал работать. Мне это понравилось. Вот с 1978 года я с пчелами. Расскажем о жизни пчеловода, который уже почти полвека делает лучший мед. Как она устроена, жизнь ульев. В Грозном прошло заседание коллегии Министерства здравоохранения под председательством заместителя руководителя секретариата главы региона Хотмат Кадырова и вице-премьера Адама Алханова. На повестке дня были две основные темы. Это итоги деятельности системы здравоохранения за 2022 год и работа Федеральной службы по надзору в данной сфере в прошлом году, а также планы на текущие. С докладами выступили руководители ведомств Сулейман Ларсанов и Юнади Дачаев. Продуктивная работа, проведенная специалистами, принесла немалые плоды, отмечает Адам Алханов. Благодаря вниманию и поддержке главы Чеченской Республики, Генерала России Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова в сфере здравоохранения пошли масштабные изменения. Повысилось качество и доступность медицинской помощи, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. В прошедшем году мы добились высоких результатов практически во всех направлениях системы здравоохранения. Успешно реализованы государственные программы и национальные проекты, что не раз было отмечено и главой республики. Снижается смертность, увеличивается продолжительность жизни населения. Это не просто статистика, а тысячи спасенных жизней и вылеченных пациентов. Паломникам, отправляющимся в хадж, провели инструктаж в Духовном управлении мусульман Чеченской Республики. В первую очередь обсудили важные бытовые моменты о том, что нужно иметь при себе и как себя вести в святых местах. Кроме того, затронули тему долговых обязательств перед государством, которые обязательно нужно погасить. В противном случае поездка может не состояться из-за запрета на выезд из страны, наложенного судебными приставами-исполнителями. Первый рейс вылетит в Саудовскую Аравию уже 8 июня. Всего их будет 15, а общее число верующих из республики составит 3000 человек. حلقة رئيس حلقة يجتي حركة حرة يشغل رشود بس حلقة ما الله هو سينك بياتي رئيسه يشتغل رشود أقدار ما تيجي يقني الخانة يشتغل وينا طيب خد تغير يشتغل خانة تيجي يقني. Уникальные возможности для предприятий и строительного комплекса вывести продукцию на динамичный строительный рынок республики, а в целом и СКФО наладить полезные контакты с поставщиками и потребителями. Все это можно найти на выставке «Чеченстрой-Экспо». В Грозном стартовала ежегодная 12-я многопрофильная выставка промышленной индустрии. О деловой программе и представленной продукции расскажет Луиза Яхяева. Имитация возгорания за счет короткого замыкания. Происходит сработка, выделяется аэрозоль и заполняет все пространство, находящееся в защищаемом объеме аэрозоль.
Электрические щиты есть в каждом доме, и обезопасить себя от возгорания в результате короткого замыкания можно, просто установив генератор аэрозольного пожаротушения. Срок службы 10 лет. Производитель – отечественная компания «Восток». К слову, в ассортименте есть и другие агрегаты, например, переносные. Дома, на кухне, в автомобиле и даже в зоне проведения боевых действий – это быстрый способ сбить огонь. Приспособление полностью диэлектрическое, также в нем нет давления. Подходит для тушения пожаров класса А2, Б, С и Е. Принцип пуска – это тепловое воздействие на генератор. В генераторе находится твердый топливный элемент, он находится не под газом, не под давлением, соответственно, выделяется, безопасен для людей. До 10 минут находиться спокойно можно в помещении, где сработал аэрозоль. Это лишь одна из компаний, которая представляет свой товар на ежегодной 12-й многопрофильной выставке «Чеченстройэкспо-2023». Здесь собрались производители из различных регионов России с самыми свежими разработками в сфере строительства и дальнейшего благоустройства объектов. В этом году у нас принимают участие более 60 предприятий, компаний. Это успешные заводы-производители из различных регионов и из нашей республики. Чеченстройэкспо, она действительно становится актуальной деловой площадкой, на которой заключаются очень взаимовыгодные договорные отношения, находят надежных партнеров. Найти здесь можно все. Например, Астрал СНГ специализируется на производстве и поставке оборудования для очистки бассейнов. Робот-пылесос для очистки бассейнов работает по тому же принципу, что и обычный домашний, но только в водной среде. Управляется он с помощью пульта. Здесь есть два режима: очистка только дна бассейна или дна и стенок. Также имеется индикатор, который загорается в случае ошибки. Питание отключается моментально. Насосы, фильтры для бассейнов, запорную арматуру, фитинг, химические реагенты для бассейнов, роботы-пылесосы под торговой маркой «Зодиак». Все, что связано с водой, с бассейном, с фильтрацией, дозацией химических реагентов, смело можете обращаться в нашу компанию. Первый в стране аналог зарубежных химических анкеров начали производить не так давно. Занялась этим компания ОК Групп. По словам производителей, по ряду характеристик этот товар превосходит даже самые популярные на рынке. Мы являемся производителем химических анкеров на эпоксидной основе, которые активно применяются в строительстве, в больших промышленных масштабах, на восстановительных реконструкционных работах, соответственно, в общестроительной стройке, строительство аэропортов в том числе, плотин, водозаборных сооружений и так далее. Как пример, закрепление арматуры в бетон, пропущенные выпуски, как пример, закрепление резьбовых шпилек для монтажа последующего больших колонн и обустройства кровли, к примеру. Всевозможные восстановительные работы, например, наращивание плиты, наращивание слоя бетона, утолщение бетона. Алексей Охотников приехал на выставку из Пятигорска для поиска поставщиков оборудования для своего производства. Мы занимаемся очисткой промышленных сточных вод, так как эта технология довольно-таки сложная, серьезная и многоступенчатая, необходимы еще дополнительно какие-то контакты, оборудование, материалы. Поэтому увидели рекламу в интернете, приехали на эту выставку первый раз, посмотрели, да, нашли интересующие нас компании, пообщались. Я думаю, что наладим сотрудничество и на следующий год, может быть, даже будем выставляться здесь на вот этой замечательной выставке. Чеченстройэкспо дает возможность встретиться производителям и потребителям, помогает налаживать сотрудничество, а также выводит на новый уровень начинающие компании. Профильные министерства региона охотно поддерживают проведение выставки. В этом году планируется продлить ее еще на один день. 25 мая пройдет архитектурный форум, который могут посетить все, кто интересуется данным направлением. Луиза Ахяева, Магомед Басаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Журналистам рассказали о подготовке и проведении 32-го международного кинофестиваля «Золотой Витязь» в Грозном. В ходе пресс-конференции участники и судейский состав ответили на вопросы журналистов. Они касались программы кинофорума и критерии оценки конкурсных работ. За 7 дней в столице республики покажут более 160 фильмов. В эти минуты в Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова проходит торжественная церемония открытия и красная дорожка с участием гостей фестиваля. И буквально за 3 месяца до начала нашего форума мы вместе с чеченскими
нашими братьями, коллегами решили проводить в Чеченской Республике. Эта идея была поддержана на всех уровнях государственной власти, в Минкультуры нашей Российской Федерации и Чеченской Республики. Мы привезли сюда более 160 фильмов, игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных, детских фильмов, которые, кстати, будут судить сами дети из Менского, Чеченского, Суворовского училища. Они будут оценивать, как это достойно или нет. Кроме крупнейших деятелей кинематографа, будут участвовать и представители церкви, и Русской Православной Церкви в каждом жюри, и представитель ислама. Это обязательно, потому что люди, лично для меня это было всегда обязательно на кинофоруме «Золотой Витязь». Потому что люди с крестом на груди и муфтий, уже их присутствие обязывает к тому, чтобы правильно оценивать и прочим членам жюри то, что они видят. Потому что нас уже приучили к тому, что все можно на экране, а не все можно на экране. Молебен на проведение кинофорума «Золотой Витязь» прошел в Грозненской церкви Архангела Михаила. В Чеченской Республике стартует масштабное культурное мероприятие, которое собрало представителей 20 стран мира. За 7 дней будут показаны 153 конкурсных и 12 неконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов. Традиционно «Золотой Витязь» всегда начинается с религиозных мероприятий, причем не только в церкви, но и в мечети. 32-й кинофорум «Золотой Витязь», он беспрецедентен на поле мировой культуры, когда православие и ислам через кинематограф, через культуру показывает пример единения в культуре, в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, о котором подписан отдельный указ нашим президентом России. Единственный на планете президент сказал, что мы не поддадимся сатане, мы сохраним наши традиционные духовно-нравственные ценности. Вот именно этим и занимается 32 года «Золотой Витязь». Каждый год с наступлением весны Лечо Базаев выезжает в различные места, от равнин до лугов Высокогорья. Его умелые руки бережно ухаживают за пчелиными семьями, а трудолюбивые насекомые собирают нектар со всего разнотравья чистой природы Чеченской Республики. У пчеловода живет 180 семей. В среднем он получает в год до 6 тонн меда. Как признается, для него в приоритете качество, а не количество собираемого продукта. Репортаж Медины Мударовой. Каждый день слушайте беспокойный гул пчел, а в конце лета лакомиться вкусным медом. Ради этого стоит стать пчеловодом. История Лечо Базаева – это как раз тот самый случай, когда профессия выбрала человека, благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Теперь без любимого дела он не может прожить и дня. Уже 45 лет пчеловод добывает самый вкусный и душистый мед. Это было 78-76 года. Тогда я увлекся теплицами. Высадили рассаду, а смотрим, пчел нету. Обратился агроном, он приехал ко мне, посмотрел, сказал, что у тебя не хватает пчел. Нету, некому опылять. Я купил одну семью и начал работать, и мне это понравилось. Вот с 78 года я с пчелами. День Лечо Базаева начинается с раннего утра. Первым делом он осматривает ульи, их у него 180. Из них можно получить до 6 тонн меда. Не секрет, что пчелы самые трудолюбивые насекомые в мире. А заглядывать к ним надо в полной экипировке, но так одеваются только чужие. Хозяина они знают и не трогают, признается пчеловод. Дуку мози баладу, буйся, сара уже окча хазнеяса яш юзен, еще развиваться, дешь беда цирши. Мед добывается со многих растений, их называют медоносы. Они позволяют заготавливать пчелам корм на целый год, а иногда и на несколько лет. Медосбор в нашем лесу начинается вот с яснотки белой. Вот он стоит клен. Клен медонос, яснотка медонос. Здесь очень много в Самашкинском лесу, черемши много.
во время цветения черемша дает мед. Здесь есть, помимо этого, молочай лесной, вот он в лесу здесь растет. Очень хорошо пчелы посещают этот молочай. Первые медоносы у нас кизиль идет хорошо. Пасека рассчитана не только для меда. Здесь Лечо производит продукцию для лечебных целей. Один из них – гомогенат, проще говоря, трутневое молоко. Оно имеет множество полезных свойств. Применяется при депрессиях, при проблемах щитовидной железы, суставные болезни, кальция D3 нехватка в организме. Сезон начался, поэтому облет перезимовавших пчел – главный праздник пчеловодов. Их в Чеченской Республике более 3000. Сезон пчеловодства обычно уже начался недели-две уже. В этом году, правда, запоздалый. Осень затяжной был, поэтому чуть запоздало пришел. На сегодняшний день пчела работает нормально. По сезону и по климату, можно сказать, средняя одна улья полной семьи вот, от 30 до 50 килограмм может. Перед началом пчеловодного сезона были проделаны большие работы – сортировка и выбраковка рамок, их очистка и сбор воскосырья, а также дезинфекция ульев. Все это делалось в период похолоданий, когда нельзя работать с пчелами. Каждый год с наступлением весны Лечо Базаев выезжает в различные места, от равнинных до лугов и высокогорья. Он бережно ухаживает за пчелиными семьями, а трудолюбивые насекомые собирают нектар со всего разнотравья лесов Чеченской Республики. Медина Мударова, Магомед Басаев, Сайдамин Давутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.